халк, ватан ве миллетimiz üçün çalışa bilemiz. Milli hareket yolları denişti, kureş yolları da denişti. АТР Кырым-Татар Milli Hareketi'nin bir parçasıdır. Çette kalmanız. Kırım-Tatar tilini bilsең ve vatanımızdan geleceğini düşünсең, АТР takımına sen de koşul. Час дня в Украине, Заман в эфире на АТР. Меня зовут Маргарита Потапова. В эти минуты Соломенский районный суд должен начать слушание по делу об избрании меры пресечения сыну министра внутренних дел Александру Авакову. Эту ночь он провел в СИЗО. Детективы НАБУ подозревают его в присвоении бюджетных 14 миллионов гривен. Речь идет о его причастности к закупке по завышенной цене рюкзаков для Национальной гвардии. Сейчас с нами на связи Дарина Иванютенко. Она следит за процессом. Дарина, какие подробности имеешь на данную минуту? Сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова ще не доставили до Солом'янського суду. Тут немає і екс-заступника міністра Сергія Чоботаря, яких затримали вчора. Справа ще не надійшла до суду. З 13 до 14 години тут обідня перерва, тож жодних клопотань не буде розглядатися. Декілька хвилин до нас вийшов екс-радник міністра внутрішніх справ Ілля Кива. Він розповів про те, чому він сюди прийшов. Ми бачимо за мною спиною людей в камуфляжі. Говорить, що це люди, які виступають проти незаконності затримання Олександра Авакова. Говорить, що це тиск на МВД та особисто на Арсена Авакова. Показав нам посвідчення учасників бойових дій, людей, які тут знаходяться. Про що ж клопоче національна сторона обвинувачення, Національне антикорупційне бюро. Прошу пряму мову. Прокурорами, детективами було направлено прокурорам на погодження клопотання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою з альтернативною внесення відповідних застав усім трьом учасникам, усім трьом підозрюваним. Підозрювана антикорупційна прокуратура буде просити тримання під вартою для всіх трьох з альтернативою внесення застави по 5 мільйонів для колишнього заступника міністра внутрішніх справ та ще одної особи, і 4 мільйони для підприємця, який начебто виготовляв ці рюкзаки. Тобто загальна сума застави на трьох складає 14 мільйонів. Це та сума збитків, яку детективи інкримінують в вказаному провадженні. Олександра Авакова, сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, вчора затримали у Києві. Вчора НАБУ провело обшук у його помешканні в Харкові. Його звинувачують разом з екс-заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Чоботарем в розкраданні 14,5 мільйонів гривень під час закупівлі тактичних рюкзаків для АТО. Також вчора затримали очільника компанії, яка виграла тендер на закупівлю цих рюкзаків, Володимира Литвина. Його сьогодні мали доставити до Києва в Солом'янський суд. І вчора НАБУ не встигло доставити всі документи до суду. Тож сьогодні Феміда має розглянути цю справу. Ми будемо залишатися тут і розкажемо вам більше у наступних випусках «Заман. Студія». Спасибо. Это была Дарина Иванютенко из Соломенского районного суда. Она следит за процессом, где должны избрать меру пресечения сыну министра внутренних дел Александру Авакову. Первый пришел. 2 месяца под стражей с альтернативой внесения залога 160 тысяч гривен. Печерский райсуд избрал меру пресечения
Для экстрадированного с Панамы Владислава Каськева, руководителя Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами времен Януковича. Его обвиняют за владение 7,5 миллионов бюджетных гривен. Мизерную сумму залога в Генеральной прокуратуре объясняют тем, что адвокаты Каськева предоставили суду справку о возмещении государству причиненного ущерба. После заседания Владислав Каськев вышел на свободу. Внести залог он должен в течение 5 дней. У разі несплати такої застави Владислав Каськів може бути повторно затриманий та арештований. Уже без альтернативи внесення застави. Суд зобов'язав його здати всі наявні у нього закордонні паспорти, що він і має зробити сьогодні, здавши ці паспорти слідчому. В прошлом году Киев объявил Владислава Каськева в розыск. Арестовали его в Панаме. Тамошний суд назначил залог в $600 000. Экс-чиновник эту сумму заплатил и попросил у Панамы политического убежища. Ему отказали. И сегодня ночью в сопровождении представителей СБУ Каськев вернулся на родину. Уже в аэропорту его передали в руки следователям ГПУ. Все 3 пункта пропуска на границе с Крымом возобновили работу в штатном режиме. Накануне подконтрольная Кремлю оккупационная власть закрыла переходы на Чангаре, Каланчаке и Чаплинке с часу ночи до 11 утра. Госпогранслужба Украины подтвердила эту информацию. Причины приостановления работы пунктов пропуска неизвестны, заявили в ведомстве. Нам невідомо, з чим це пов'язано. Ми не підтримуємо жодних зв'язків з представниками країни-окупанта на півострові. В той же час така ситуація, що повністю не здійснювався пропуск. Вона зберігалася з часу ночі десь до 10 години 30 хвилин. І о 10:30 окупанти відновили пропуск на усіх 3 КПВ. Щоправда, пропуск на даний момент здійснюється вкрай повільно, але він є. Плевок в полицейского. В деле свидетеля обыска в Бахчисарае назначили экспертизу. Шевкет Разаков остается в статусе подозреваемого. Об этом ему сообщили во время встречи со следователем так называемого Следственного комитета по Бахчисараю. По словам адвоката Мамета Мамбетова, по результатам экспертизы будет составлен обвинительный акт. Шевкет Разаков является свидетелем обыска в Бахчисарае в апреле этого года. В октябре против него возбудили уголовное дело. Следствие считает, что Разаков плюнул в одного из сотрудников так называемой полиции. Следователь поставил вопрос перед судебным экспертом, может ли тот момент, именно связанный с плевком в отношении в адрес работника правоохранительных органов, считаться оскорбительным каким-то поведением. И второй момент, который вопрос поставлен перед судебным экспертом, криминалистом, это портретная экспертиза. Обновленный украинский проект резолюции по правам человека в оккупированном Крыму уже получил безоговорочную поддержку более 3 десятков стран, которые стали его соавторами. Об этом заявил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко. Накануне официальный Киев внес этот документ на 3-м комитете Генеральной ассамблеи ООН. И, как прогнозирует украинский дипломат, голосование по резолюции в комитете состоится уже в середине ноября. А уже в декабре ее вынесут на рассмотрение Генеральной ассамблеи. Предварительную крымскую резолюцию ООН приняла в конце прошлого года подавляющим большинством голосов. За выступили 70 стран-членов организации. Сегодня в Нью-Йорке делегация Украины внесла в секретариат 3-го комитета Генассамблеи проект обновленной резолюции по Крыму. Сейчас соавторами документа выступили 34 страны, и в нем, в частности, содержится требование к России выполнить решение Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымско-татарского народа. Мир должен больше узнать о преследовании российскими оккупантами крымских татар. Эту цель себе ставит Министерство иностранных дел и запускает информационную кампанию «Кремл's Bleeding». О ее старте накануне заявил министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, рядом с обновленной резолюцией ООН по Крыму эта кампания должна стать еще одним мощным инструментом Украины на пути к деоккупации Крыма.
Ведь в центре ее внимания будут судьбы крымчан, которые достойно противостоят репрессиям и притеснениям со стороны российского оккупационного режима. И первым в рамках этой информационной кампании свою историю рассказал заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийгоз, освобожденный после 3 лет пребывания в Симферопольском СИЗО. Це кампанія для того, щоб показати, що реально відбувається на території окупованого Криму, де ніхто не почуває себе в безпеці, де арешт загрожує кожному, хто є проукраїнським, де заборонена освіта українською, де заборонений Меджліс, де знову відбувається призов в злочинні російські збройні сили. 1 украинский военный погиб, еще 5 ранены. На фронте вновь обострилась ситуация. Тяжелые бои идут как на Донецком, так и на Приморском направлениях. Боевики стреляют из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. На Светлодарской дуге погиб грузинский доброволец, разведчик родом из Грузии Георгий Саралидзе. Он добровольцем воевал за целостность Украины. 3 бойцов ранило вблизи Широкино. Окупанти майже 2 години били зі 122-мм артилерії, мінометів калібру 120 мм, гранатометів та кулеметів по оборонцях Широкіного, що на Приморському напрямку. Наші воїни відповідали противнику із піхотного озброєння. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 17 разів порушили режим тиші. Теракт в Нью-Йорке. Грузовой пикап въехал в толпу. Погибли 8 человек, среди них 6 иностранцев, 5 аргентинцев и 1 бельгиец. Еще 11 ранены. По предварительным данным посольства Украины в США, украинцы не пострадали. Подробнее о теракте далее. Нападение произошло на Манхэттене, неподалеку от мемориала Всемирного торгового центра. Гражданин Узбекистана наехал на арендованном авто на велосипедную дорожку, сбил людей и врезался в школьный автобус. Когда он въехал в школьный автобус, я видел, что люди внутри получили травмы. Этот человек выскочил из машины, сам он довольно большой. В руках пистолет и побежал по улице. Один из полицейских ранил нападавшего. В настоящее время он госпитализирован и под стражей. У него изъяты пистолет для пейнтбола и неогнестрельное оружие. На основании имеющейся информации можно утверждать, что это был акт терроризма. Нападающий 29-летний Сайфулло Хабибулаевич Саипов. В 2010 году он легально остался в США по виду на жительство. Несколько лет жил в городке Каяхога-Фоллс в Огайо. Бывшие соседи подозреваемого говорят, он работал водителем грузовика. Последние несколько месяцев Сайфулло жил в Пасейке, Нью-Джерси. Посещал местную мечеть. Он жил здесь с месяца 3, но если поспрашивать людей, никто его не знает, никто даже лица его не запомнил. Я уверен, что это его личное решение совершить это злодеяние. Ислам не учит убивать людей. Президент США Дональд Трамп написал в Твиттере: «Трагедия в Нью-Йорке похожа на атаку очень больного и психически нездорового человека». Впрочем, отменять традиционное шествие на Хэллоуин в центре Нью-Йорка не стали. Полицейские допускают, что подозреваемый был последователем идеологии джихадистов из ИГИЛ. Напомним, в течение последних 1,5 лет в Европе произошло несколько похожих терактов с наездами автомобилей на людей. За все взяло ответственность исламское государство. Елена Шустова, Заман АТР. Крыму не хватает энергии. В этом признался глава оккупационной власти полуострова Сергей Аксенов. Резкое похолодание застало оккупантов врасплох. Ставленник Кремля говорит, на пике потребления крымчанам не хватит 200-300 мегаватт электричества. Жителям полуострова к отключениям не привыкать. Даже после помпезного открытия нескольких энергомостов они привыкли к периодической темноте и холоду в домах. Оккупационные военные части, подконтрольная Кремлю власть полуострова, обещает не отключать от энергоснабжения. В Украине усиливают антитеррористический и контрразведывательный режим. Такое поручение СБУ, полиции и пограничникам дал секретарь СНБО Александр Турчинов. Причиной стали последние террористические акты и расстрел народной героини Украины Амины Акуевой. Во всех этих атаках Александр Турчинов видит российский след.
Террористические акты, диверсии, дерзкие убийства, провоцирование массовых беспорядков – все эти события, которые произошли в последнее время в Украине, связаны с внедрением спецслужбами Российской Федерации активной фазы плана по дестабилизации внутриполитической ситуации в государстве. И это все, что успеваем рассказать на данную минуту. Следующий выпуск «Заман» не пропустите на крымско-татарском языке с Мавилей Мухтаровой. Оставайтесь с АТР, если хотите знать больше.